Институт защиты детей, он в любом государстве является одним из главных, потому что, с одной стороны, есть Конституция, как всегда в любом государстве, есть большое количество нормативных актов, безусловно, есть правоохранительные органы, которые обеспечивают защиту, есть семья, есть школа, другие образовательные учреждения, но институт защиты, конечно, это большая системная поддержка, которая играет очень большую роль в любом обществе. В этом году в рамках сотрудничества с моей коллегой в Абхазию приехало 200 детей сопровождающими. Это дети, чьи семьи участники СВО из регионов, где сейчас проходят военные действия. Они были поделены на две группы. Одна часть проживала в пансионате Айтар в Сухуме, вторая часть в Пицунде проживала. Вот команда с ними приехала большая, психологов, специалистов, которые им помогали справиться с различными сложными ситуациями, которые произошли у них в семье. Были дети, которые потеряли обоих родителей. Они приезжали с бабушками, с дедушками. Мы им организовывали экскурсии, познакомились с красотами Абхазии. Были личные встречи со мной, чаепития с детьми, где мы обменивались историями. Они открыто говорили о тех ситуациях, с которыми столкнулись. Я рассказывала о послевоенном детстве в Абхазии, так как я сама ребенок войны, семья военных, отец, дяди мои тоже награждены орденом Леона, орденом за отвагу. Поэтому все эти истории для меня и для моей семьи, вообще для народа Абхазии, они были не чужды, и очень прониклась и постарались сделать так, чтобы 2 недели нахождения их в Абхазии, они для них стали запоминающимися, чтобы они вернулись к себе уже с теплыми воспоминаниями и о народе Абхазии, и о красотах Абхазии, и вот чтобы хотя бы на короткий период времени они забыли о тех событиях, которые у них происходят. Что касается посольства в Российской Федерации, консульской службы, очень активно взаимодействуем сейчас с руководством консульской службы.